виноватый. Да, он Я виноватый. могу сказать, у меня очень неоднозначное отношение к Саакашвили, потому что я изменил свое принципиальное к нему отрицательное отношение в какой-то момент на положительное. А у вас было принципиально отрицательное отношение? В какой-то момент, В какой период? В период как раз революции РОС. Да. То есть вы ее не приняли? Я принял революцию и не принял лидера. Почему? Ну, вы знаете, если, скажем, вы сидите в студенческом общежитии и говорите, сейчас приедут девчонки из текстильного. Все девчонки нравятся, а Светка, которую я привезла, нет. Ну, то есть, это что-то личное. Но мое отношение сменилось на нейтрально-положительное после того, как я поговорил о Саакашвили с его недругами в Тбилиси. И вы знаете, это было для меня реально, вот бывают ситуации, когда, ну, ты знаешь, что этот хороший, этот плохой. И когда я по привычке, как и здесь ее часто употребляют все и в СМИ, и в Верховной Раде, говорит, вот он ел галстук, например. И я кому-то по привычке, своему другу Алику Дарчашвили за столом говорю, ну вот, а галстук, смешно же. Он говорит, ты знаешь, я его терпеть не мог. Когда я видел, как он ест галстук, я понял, что за него готов отдать жизнь. У меня реакция непонимания. И он говорит, понимаешь, да, когда в 20 километров от города русские танки, и твой президент, вместо того, чтобы улететь на вертолете, не знаю, в Турцию, на американский авианосец, еще куда-то, испугался, ест галстук и остается со своим народом здесь, я готов за него идти в бой. Потому что мог быть совершенно геройский человек, который смылся бы в один момент. Я не знаю, скажем, в России, ну, скажем, советское правительство в 1941 году спокойно себе переехало в Нижний Новгород и в Самару, ну, когда вот была битва за Москву. То есть они не ели свои галстуки и погоны.